Открывая встречу в стенах одного из ведущих лингвистических вузов России, министр Джамбулат Умаров отметил, Пятигорский университет сегодня не только обеспечивает профессиональными кадрами весь Северокавказский регион, но и способствует гармонизации межнациональных отношений среди студентов. То, чем занимается ваш вуз, которым вы руководите, он очень здорово способствует как раз процессам интеграции народов, компактно проживающих, не только в СКФО, но во всей России, потому что интеллектуальная интеграция, она, я считаю, занимает самую главную нишу во всем этом процессе. Если мы с вами будем воспитывать, учить и потом выпускать специалистов разных направлений, разных национальностей, которых объединяет этот вуз, а эпицентром этого объединения является как раз этот вуз, то я думаю, что именно ваше учебное заведение станет одним из важнейших центров вот такой межнациональной и межконфессиональной интеграции. Так что спасибо вам большое. Спасибо. В свою очередь, ректор университета отметил, укрепление отношений с Чеченской Республикой – одна из ключевых задач вуза. Мы большое значение придаем сотрудничеству с Чеченской Республикой, видя действительно вклад сегодня Чеченской Республики, ее руководства, и прежде всего первого руководителя во все процессы. Вот у нас очень большой опыт работы по направлению развития исламского образования. Вот Российский исламский университет, который находится в городе Грозном, это наш один сегодня из ведущих партнеров. Мы очень много вместе сделали по тому направлению. Вот, поэтому считаем, что это очень важно, действительно, развивать сотрудничество с Чеченской Республикой. Очень дружим с вашими вузами, всегда находим взаимопонимание, что очень важно. Здесь же между министром печати Чечни и ректором университета было заключено соглашение о сотрудничестве. Теперь у студентов появится возможность проходить учебную практику в Грозном. Сразу после подписания соглашения для Джамбулата Умарова была организована экскурсия по университету, после чего министр встретился со студенческим активом вуза. Ребят интересуют, специалисты какого профиля сегодня особенно востребованы на территории Чечни. Нам сегодня еще нужны люди, которые бы могли доступным языком, не размазывая каши, как говорят у нас, да, скажем, локализовать или блокировать, или нейтрализовать какую-то конфликтогенную ситуацию, чтобы вот там оставить ее на корню, так сказать, чтобы она дальше не имела своего развития. Для этого нужны люди, умеющие говорить и договариваться. Нам очень важно, чтобы в Чеченской Республике были конфликтологи, чтобы в Чеченской Республике были культурологи, ловите момент, да? Чтобы в Чеченской Республике была своя политологическая школа. Вот мы об этом буквально говорили 15 минут назад. Нам очень важно, чтобы были специалисты. У нас есть очень хороший пласт ученых, представляющих исламскую науку. В таком узком пока еще смысле, да? Очень важно, чтобы наряду с этим присутствовали востоковеды. Я знаю, что в этом направлении университет, в общем, развивает свою деятельность. Особое внимание уделили вопросам противодействия международному терроризму. Студентов волнует, как с этим явлением борются в Чечне, а также отношение Рамзана Кадырова к событиям на Ближнем Востоке. Против исламского государства война не идет. Не дай Аллах. Это не исламское государство. И вот здесь происходит главная ошибка, трагическая. Об этом говорил глава Чеченской Республики, наш национальный духовный лидер Рамзан Ахматович Кадыров. Мы ему вторим, что нет понятия исламское государство. Его нет. Потому что если это исламское государство, то кто мы? Как это мусульманин может воевать против исламского государства? Как мусульмане могут поддерживать войну против исламского государства? Россия, которая объявила себя в лице Владимира Путина союзником исламского мира, никак не может воевать с исламским государством. Тогда, знаете, тут надо разобраться, с кем мы воюем. Мы его назвали проще, иблисское государство, то есть государство дьявола, государство сатаны. Возвращаясь к соглашению между министерством и университетом, Умаров отметил, оно даст новый импульс отношениям между регионами. В первую очередь это коснется реализации совместных программ в области образования и научных исследований. Седа Сапарова, Даниил Хавхаров. Новости.